Кубок главы по шахматам продолжается в Якутии. Первый день соревнований принес несколько сенсаций и неожиданных дебютов. Как идут соревнования и чем участники поражают судейскую коллегию, узнавала Надежда Саханская. Шахматы – невероятно удивительная и увлекательная игра. Все зависит, конечно, от тактики. Например, известный нам великий комбинатор мог играть до 18 испанских партий подряд, однако это ему не принесло ни одной победы. Здесь самое главное – сделать правильный ход. Шахматы, особенно в Якутии, сродни алмазной огранке, ведь эта интеллектуальная игра делает ум острее. В турнире принимают участие как титулованные спортсмены, так и молодые шахматисты, которые также удивляют своими показателями. Так, в рамках первого тура международный гроссмейстер Володар Мурзин из Химок сыграл в ничью с 15-летней якутянкой Ариной Васильевой. 9-летний спортсмен из Улан-Удэ также свел в ничью партию с многократной чемпионкой Якутии Веринеей Кутуковой. Как признаются судьи, такие неожиданные результаты связаны с поиском своей игры в рамках соревнований подобного масштаба. Турнир-то серьезный, ответственный, поэтому в первом туре обычно большие шахматисты и вообще любой шахматист пытается найти свою игру, и обычно партию заканчивается в ничью. И эта партия тоже не стала исключением. Разумеется, дебюты, победы и поражения стимулируют шахматистов из Якутии и служат своего рода толчком к развитию этого вида спорта в нашей республике. Ваши шахматисты тоже представлены. И Владимир Топыров, известный в России шахматист, и Дмитрий Егоров, и Роман Ганжуров, то есть обладатели тоже международных званий шахматных. И, в общем-то, есть талантливая молодежь, которая, в общем-то, вчера и принесла сенсацию. Следует отметить, что Кубок главы Якутии является первым этапом Кубка России. Турнир пройдет по всей стране и состоит он из 15 стадий. По завершении соревнований в Якутии шахматисты двинутся дальше, на запад России. Как играют на других регионах, они должны знать, и те знания прибавят их опыт. Сам турнир в нашей республике продлится до 1 февраля. По итогам шахматных баталий лучшие участники получат право выступить на следующих стадиях Кубка. Кто станет победителем, покажет непредсказуемая и удивительная игра. Помимо полученного опыта, победителей турнира ожидают и ценные награды. Призовой фонд Кубка главы республики составляет более 1 000 000 рублей. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск.